Zaman hayır olsun pahalı dostlar. Bugün biz buluştuk. Laf etme dil landşaftı için. Bugünkü misafirimiz Vyacheslav Ivanov. Genç ama bana kalsa pek talantlı bir adam. O Buryat dil aktivisti. Biraz Buryatça laf edeceğim, söyleyeceğim. Vyacheslav Ivanov Hadazalu Erdem'den Baga Şudalaşa Buryat Bolun Hamnigan Heleney Edepheden Yun Erdemey Talar Hamnigan Heleba Улан-Удэ Хотен Heleney Оршон Тойрония Шудална. Ну и для тех, кто пока не понимает гагаузский и бурятский языки, скажу по-русски, что сегодня мы будем говорить о языковом ландшафте, о том, как он основан, как, я не знаю, организован в разных регионах, да, где он многоязычен, где он одноязычен, какие есть варианты, как мы можем на это повлиять. Наш сегодняшний гость Вячеслав Иванов, младший научный сотрудник научного центра по сохранению и развитию языков России. Я думаю, что мы, в принципе, уже можем понемножку начинать. Может быть, еще Слава хочет что-то сказать в качестве приветствия. Ну вот, 11:05 в Москве, 10:05 в Камрате. Я думаю, самое время. Да, заман хайыр олсын, дорогие друзья. Сән бәнна углоне халың амармынды хундыдан ухут. Я очень рад, что меня пригласили сегодня на семинар «Время гагаузского языка», и с радостью я сегодня готов представить вам свой рассказ, да, свою, ну, не лекцию, да, но да, рассказ про языковой ландшафт. Так, сейчас я подключу презентацию для начала. Так, вот. Мгм. Так. Скажите, пожалуйста, видно ли сейчас презентацию? Видно? Да, ну тогда, Слайды наверное, меняются. меняются. Все, да? Хорошо. Да, ну, в общем, сегодняшний мой рассказ будет посвящен тому, как увеличить представленность языка в языковом ландшафте. И сегодня я остановлюсь на нескольких основных вопросах. Первое, о чем я расскажу, это, собственно, о языковом ландшафте, о том, что это такое, и что он показывает, что стоит за ним. Затем перейду к тому, какие нормативные документы регулируют языковой ландшафт, то есть какие законы, подзаконные акты есть в нашем распоряжении. Затем кратко обрисую ситуацию, которая наблюдается у нас в отношении представленности различных языков в языковых ландшафтах разных городов. И, наверное, самый основной сегодняшний пункт, да, это я расскажу о том, что может сделать каждый из нас, да, то есть это такой более не теоретический, а более практически на практику направленный сегодня получится семинар, вот, и я буду очень рад, если в течение моего рассказа вы будете переносить вот все то, о чем рассказываю я, в основном, конечно, ну, в силу своей специфики своей научной работы я буду много рассказывать о городе Улан-Удэ, который находится в республике Бурятия. Вот. И буду рад, если вы будете проецировать все то, что я рассказываю, на ситуации в своих городах, в своих республиках, да, в своих регионах, и будете писать в комментариях о том, что есть у вас или чего у вас нет. Вот, будет, я думаю, очень интересно. Вот, но для начала я расскажу немного о себе. Я родился в городе Улан-Удэ в республике Бурятия. С 2021 года работаю в научном центре по сохранению, возрождению и документации языков России в Институте языкознания РАН. Я владею бурятским языком. Его я выучил не в семье, а скорее в школе и с большой поддержкой моих родных, друзей и, ну, в принципе, людей, которые знают бурятский язык. И вот, собственно, благодаря этому я еще выучил и близкородственный бурятскому хамниганский язык.
исследованием которого я сейчас как раз-таки и занимаюсь. И, собственно, как я связан с языковым ландшафтом, это началось еще с 2018 года, когда я учился в магистратуре в Высшей школе экономики на языковой политике, и вот Влада Вячеславовна Баранова была моей научной руководительницей как раз-таки по теме языкового ландшафта. Она меня ввела в эту область и заинтересовала языковым ландшафтом. И вот, собственно, затем это уже вылилось и в мою кандидатскую работу, которую я пишу под руководством Маржины Владимировны Хилхановой в Институте языкознания. Вот, и работа моя посвящена языковому ландшафту в городе Улан-Удэ. Ну, собственно, что такое языковой ландшафт? Вот. Есть на самом деле много самых разных определений, которые различаются широтой охвата, но вот я для этого нашего сегодняшнего семинара выбрал самое, наверное, широкое из всех, которое мне встречалось. Вот, и звучит оно следующим образом. То есть языковой ландшафт – это присутствие языка как в публичном, так и в частном пространстве, например, на указателях, домовых табличках, билбордах, телевидении, в объявлениях, на массовых мероприятиях, в общественном транспорте, в комментариях на видеохостингах, в магнитной холодильнике и так далее. То есть это определение включает в себя все, можно сказать, виды, да, представленности языка, да, в каких он только может быть. Вот. И, конечно, ну, для чего я дал такое широкое определение — это для того, чтобы у нас не было такого узкого представления о языковом ландшафте, о том, что это только таблички государственных организаций или там какие-то вывески частных заведений, да, чтобы вот любое проявление языка, да, в его текстовом, ну и даже на самом деле не только текстовом виде, это все тоже формирует языковой ландшафт. Почему не в текстовом еще? Потому что есть на самом деле еще и различные голосовые объявления, да, в городской среде, которые тоже доступны для большого количества людей и которые на самом деле тоже вносят свой вклад в формирование языкового ландшафта определенной территории. Вот, поэтому, да, давайте воспринимать языковой ландшафт как нечто такое широкое. Вот. И, собственно, что показывает языковой ландшафт? Ну, во-первых, конечно, распространенность языка, то есть в какой степени данный язык распространен на какой-либо территории. Также языковой ландшафт показывает витальность языка, то есть язык с более высокой витальностью более вероятно будет представлен в языковом ландшафте. Ну, конечно, бывают различного рода исключения, но вот общее правило примерно таково. Также присутствие в языковом ландшафте языка показывает его статус, то есть скорее тот язык, который имеет статус государственного или официального на определенной территории, он будет представлен на различных вывесках, указателях в городской среде. Также, конечно, присутствие языка в языковом ландшафте связано с престижем данного языка. То есть, если, тут работает на самом деле, да, и в ту, и в другую сторону. То есть, если язык имеет высокий престиж, то с большой вероятностью он будет представлен в языковом ландшафте. И наоборот, если язык представлен в языковом ландшафте, то вот сам факт его присутствия как раз-таки тоже способствует повышению престижа языка. Вот. Также видимость языка в языковом ландшафте показывает меры поддержки языка, которые предпринимаются на различных уровнях. Это, допустим, может быть поддержка за счет законов, да, которые предписывают дублировать вывески на двух и более языках. Вот. Также присутствие языка показывает идентичность, связанную с этим языком, и социальные изменения в обществе. То есть, допустим, если у нас лет 10 назад еще по России, да, особо тема языкового ландшафта не была развита, и люди в очень редких случаях обращали внимание на присутствие языка в городской среде, да, в письменной форме,
то в последнее время это все довольно сильно активизировалось, и сейчас даже частные предприниматели, многие стараются включить различные языки в свои вывески, в свои объявления, ну, в любую информацию, которую они дают в текстовом виде. Вот. Но если у нас языка нет в языковом ландшафте, то это на самом деле не означает, что на данной территории не проживает ни одного носителя данного языка. Тут может быть несколько причин, которые могут объяснять такую ситуацию. Вот это может быть несоблюдение законов о языках в том или ином субъекте. Вот, то есть закон вроде бы есть, вроде бы нужно вывески дублировать, но власти этого не делают. Также может быть такая ситуация, что частные предприниматели не видят в этом языке ресурса для привлечения клиентов и, соответственно, тоже как бы со своей стороны не вносят вклад в создание многоязычного языкового ландшафта и в включение какого-то конкретного языка вот, в публичную городскую среду. И бывает такое, что просто в сообществе не принято говорить на своем языке за пределами дома, и, соответственно, мысли о том, чтобы включить свой язык куда-то в публичное пространство, тоже не возникает. Такие ситуации бывают. Вот. Ну и сейчас давайте перейдем к рассмотрению документов, которые, собственно, регулируют языковой ландшафт. А, Ландшафт регулируется на самом деле на разных уровнях. Это может быть федеральный уровень и, в частности, федеральные законы о языке. Первый и основной закон – это о языках народов Российской Федерации. Это такой рамочный закон, по образу и подобию которого приняты законы в республиках Российской Федерации. Вот. И, да, ну, дальше я, конечно, кратко расскажу о каждом из этих законов. Вот, далее, да, есть у нас закон о государственном языке Российской Федерации. Казалось бы, он касается только русского языка, но в нем есть некоторые важные формулировки, которые полезны и для других языков России, ну и вообще, в принципе, других языков в целом. Дальше есть у нас федеральные профильные законы, вот как я их назвал. Это законы, которые регламентируют какую-то узкую сферу, но к которой также относится сфера, ну, относится и употребление и использование языков. Это вот яркий пример. Вот, закон о наименовании географических объектов, вот, который как бы, ну, прямым образом связан с использованием языков. Вот. Могут быть также другие узкоспециализированные нормативно-правовые акты. Да, далее у нас есть региональные законы о языке, вот, собственно, которые приняты по примеру закона о языках народов Российской Федерации. Вот, например, вот закон о языках народов Республики Башкортостан и о языках народов других республик Российской Федерации. Там это довольно-таки большой список. Также у нас существуют в нашем распоряжении региональные программы и стратегии по сохранению и развитию языков России. В них тоже содержится важная информация, которая может быть полезна для языкового ландшафта. И также вот завершающее, да, это у нас есть различные муниципальные нормативные акты и уставы отдельных организаций. То есть мы вот с такого более глобального уровня спустились на уровень локальный. Вот, закон о языках народов Российской Федерации. В нем есть несколько важных положений, которые содержатся в главе 5. Вот, это первый из них – это то, что регионы вправе использовать государственные языки республик наряду с государственным языком РФ. Вот, также субъекты вправе использовать языки народов России на территории их компактного проживания. И вот порядок использования языков при написании и оформлении наименований определяется в соответствии с законодательством РФ. Да, то есть такой вот рамочный закон. Далее закон о государственном языке Российской Федерации. Вот, ну, во-первых, он предписывает, конечно же, регламентирует использование русского языка, то есть как русский язык должен быть использован, да, это вот несколько таких положений из списка, да, это вот в наименованиях органов государственной власти и организации всех форм собственности и при написании наименований географических объектов.
а также нанесение надписей на дорожные знаки. Вот, и здесь, есть важная такая оговорка, да, важная помета о том, что, в случае использования других языков России, информация на русском должна быть идентичной по содержанию, равнозначной по размещению и техническому оформлению. То есть иметь одинаковые параметры, цвет, тип и размер шрифта. И вот это на самом деле очень важная формулировка, которая позволяет, нам, говорить о равной, да, представленности, и визуальной в том числе, языков, Российской Федерации, ну и вообще любых языков, да, на вывесках в языковом ландшафте. Что касается регионального уровня, то здесь, конечно, я ограничен по времени и не могу пройтись по, всем, законам всех, республик и показать, сходство и различия каждого. Я остановлюсь лишь на нескольких, точнее на законе, вот, о языках народов Республики Башкортостан, и, таком же законе в Республике Бурятия. Ну, его я рассмотрю далее. Вот, что у нас касается Башкортостана. В этом законе, прописано, то, что, различные тексты документов, и так далее, и самое главное, вывесок с наименованиями государственных органов организаций оформляются на государственных языках Республики Башкортостан. Ну, вот такая формулировка есть примерно во всех, законах о языках народов разных республик. Вот. Да, и что самое главное здесь, вот в этом законе, да, это то, что, здесь прописано, в каком порядке располагаются, тексты на государственных языках. То есть, прямым текстом сказано, что слева или сверху должен быть текст на башкирском языке, а справа или снизу текст на русском языке. И эти надписи должны быть выполнены одинаковыми по размеру буквами. Вот, напишите, пожалуйста, в комментарии, да, в чате, если, вы знаете, есть ли у вас, в законе вашей республики, да, или, вашего региона вот какая-то такая формулировка, которая, касается вот именно регламентации того, как должен быть, в каком порядке и каким образом должны быть представлены тексты на разных языках. Вот. Закон о языках народов Республики Бурятия. Тоже, да, тексты вывесок с наименованиями и названиями государственных органов, организаций должны быть оформлены на русском и бурятском языках, да, государственных языках республики. Вот. И также прописывается отдельно еще, что наименования населенных пунктов, улиц, площадей оформляются на бурятском и русском языках. Вот. Ну, здесь есть, конечно, такое ограничение, что как бы остальные, виды, да, языкового ландшафта, да, остальные вывески, которые не входят в название которые не содержат название населенных пунктов, улиц и площадей, они как будто бы не должны оформляться на, двух государственных языках. Вот. Ну, то есть тут такое ограничение существует. Но это ладно, но самое главное, что тут нет явных указаний по расположению языков, вот как, в законе Республики Башкортостан. И это как раз таки фотография, которую я здесь, прикрепил, она, здесь не случайно. Это довольно-таки недавние вывески, на одной из которых, как мы видим, русский расположен выше бурятского, а на другой, ровно наоборот. Бурятский сперва идет бурятский, а затем уже, ниже него русский. Вот, что касается, отдельных организаций, да, отдельных государственных учреждений и их внутреннего, языкового ландшафта. То есть то, о чем мы говорили до этого, это было касалось скорее внешнего языкового ландшафта, то есть даже у ну, именно официальных вывесок, различных учреждений. А вот здесь, попробуем рассмотреть то, что касается именно внутреннего обустройства языкового ландшафта. Ну, скорее всего, должны быть какие-либо локальные или нормативные акты, которые предписывают порядок, да, использования языков на различных табличках внутри заведений. Но, как правило, такое скорее не регулируется. То есть, конечно, прямого запрета на использование языков нет, но и как бы, такого
обязательства, да, чтобы там названия различных кабинетов были продублированы на двух языках и более, да, такого тоже нет. То есть все это остается на усмотрение каждой конкретной организации, да. И вот здесь на фото как раз-таки вот пример такой, довольно хороший пример того, как это сделано в Республиканском центре народного творчества в городе Улан-Удэ, где вот как раз продублировано все на бурятском и русском языках. Вот. А что касается частных заведений, то также в их отношении могут существовать муниципальные и локальные нормативные акты, да, но тоже вот, как правило, именно вот этот сегмент никоим образом не регулируется законодательно. То есть, ну, как правило, мы не можем пойти и попросить там мэрию заставить вот какое-либо кафе сменить вывеску с одноязычной на двуязычную. Вот. Но тем не менее, тоже в этом направлении определенные подвижки есть. И вот я знаю, что в Улан-Удэ, по крайней мере, вот в ближайший год, по-моему, в 2025, да, в течение 2025 года планируют принять программу по сохранению и развитию бурятского языка именно а, на муниципальном уровне. То есть есть общереспубликанская программа, а вот хотят именно для города Улан-Удэ. И вот там вот будет прописано требование всем частным организациям, которые ведут свою деятельность в Улан-Удэ, а, делать свои вывески на двух языках, на бурятском и на русском. И если, допустим, какая-то организация захочет сделать свою вывеску только на одном языке, то ей эту вывеску просто не согласуют. Вот, и, э, да, вот такое вот, есть, планируется у нас нововведение, но, оно займет, конечно, очень много времени, потому что в нем, насколько я понял, не будет требования о замене уже существующих, и согласованных вывесок. То есть, старые вывески будут еще висеть на улицах Улан-Удэ довольно долго, как мне кажется. Ага. Вот, ну, таким вот образом мы рассмотрели вот эту законодательную базу, которая, может быть нам полезна для нашей деятельности по повышению представленности целевых языков. Вот. И сейчас я расскажу о некоторых проблемах, которые связаны с представленностью языков в языковом ландшафте. Да, вот здесь я употребил термин целевой язык. Под ним мы будем понимать тот язык, в отношении которого мы предпринимаем свои действия, да, вот, представленность которого мы, собственно, и хотим повысить. Вот какие у нас существуют проблемы? Да, ну, во-первых, самая такая основная глобальная проблема — это то, что, в принципе, язык может отсутствовать на вывесках. Может отсутствовать информация о каком-либо учреждении на, допустим, бурятском языке, и вывеска написана только на русском. Вот это такая глобальная проблема. Если же язык все-таки в какой-то степени представлен, да, то тут могут быть другого рода проблемы. Например, то, что тексты на двух разных языках написаны разными типами шрифтов, или же какой-то из текстов написан более мелким шрифтом. Текст, допустим, на целевом языке может быть расположен в невыгодном положении, да, то есть это ну, под невыгодным я понимаю расположение справа, более правое и более нижнее, да, то есть такое, которое как бы, ну, вторично, да, по отношению к тому, что расположено слева или выше. Вот, ну, потому что мы читаем слева направо, сверху вниз, поэтому, естественно, то, что располагается левее и выше, для нас как бы более первично, да, на таком неосознанном уровне. Может быть, да, но с этим тезисом, конечно, можно поспорить, и я дальше как раз покажу, в каком именно плане. Также, конечно, на двуязычных и многоязычных вывесках очень часто встречается неполное дублирование информации, то есть та информация, которая написана на одном языке, на другом языке может быть продублирована лишь частично. Вот. Ну и, конечно, самое такое тоже очевидное — это ошибки. То есть, тексты на целевых языках, на вывесках очень часто содержат ошибки, которые
на самом деле не исправляются в течение очень долгого времени и висят в публичной городской среде годами, а то и десятилетиями. Вот. Ну и далее мы рассмотрим, пожалуй, несколько примеров того, что у нас есть. Вот, собственно, первый пример. Республиканский аналитический центр вот в городе Улан-Удэ. Ну, здесь как бы проблема самая глобальная, она очевидна, да, это отсутствие вывески на бурятском языке. Причем ни слева, нигде вот на этом здании ее нет, да, то есть вот это вот единственное, которое относится к данному учреждению, да, вот, то есть язык отсутствует, соответственно, и все остальные проблемы тоже как бы отсутствуют, ну, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает, да, как известно. Вот, соответственно, эта вывеска у нас может получить 0 баллов из 6, да, из 6 вот заявленных ранее, да, вот. Дальше, да, пример номер 2, это уже Республика Башкортостан, город Стерлитамак. Вот что у нас здесь есть, да? Башкирский язык есть, да. Шрифт, тип шрифта вроде бы один и тот же. Но то, что бросается в глаза в первую очередь, да, и самая большая проблема этой вывески, это, во-первых, несоразмерно большой размер русского и несоразмерно маленький размер башкирской надписи. Вот. И второе, это то, что башкирский расположен ниже русского, хотя, по идее, есть по закону, да, предписание о том, что башкирский должен располагаться выше. Но тут можно аргументировать тем, что это не государственная вывеска, может быть, потому что, скорее всего, вот именно то, что написано в законе, регламентирует именно государственные какие-то вывески. Но, тем не менее, все равно вот положение вот башкирской надписи, оно, ну, я расцениваю его как невыгодное. Вот, тем не менее, надпись дублируется полностью, и, скорее всего, здесь нет ошибок. Вот если у нас среди сегодняшних слушателей есть носители башкирского языка, то, пожалуйста, напишите в чате, правильно ли написана надпись на башкирском или нет. Вот. Ну и если правильно, то тогда у нас эта вывеска получает 4 балла из 6. А вот снова возвращаемся в город Улан-Удэ. Вот, тут у нас 2 вывески. Одна из них написана на русском, другая на бурятском. Да, бурятский язык есть. Все, тип шрифта вроде бы единый, да, один и тот же. Вот, вызывает вопросы размер. Да, разный размер, потому что вот на русскоязычной вывеске там слово "управление" написано таким вот большими буквами, да, большим шрифтом. То же самое слово на бурятской вывеске, да, "Захираган", оно написано, ну, как и остальная информация, вот таким более мелким. Хотя могло бы тоже быть написано, как и на русскоязычной вывеске, большим. Вот, и вот невыгодное расположение, да, казалось бы, вроде бы, да, бурятская вывеска расположена ниже русской. Окей. Но мы видим, что угол зрения такой, что на самом деле на уровне глаз у нас находится как раз таки именно да, бурятоязычная вывеска, а русскоязычная находится как бы высоко. И чтобы ее посмотреть, да, и прочитать информацию на ней, нужно еще посмотреть куда-то выше, да. То есть, и скорее всего, вот, ну, в глаза бросается все-таки то, что не то, что выше, а то, что находится ближе к уровню глаз. То есть, ну, вот по такому символическому, да, критерию о том, что то, что более выше расположено, то главнее. Конечно, эта вывеска проигрывает, да, и можно поставить такой знак минус, но вот именно вот по такому, да, критерию о том, что вот она находится на уровне глаз и, соответственно, более вероятно попадет в поле зрения человека, да, более первым, да, чем та вывеска, которая расположена на, ну, более высоком уровне. Вот это вот вызывает, конечно, вопрос, да, вот. Не знаю, можете свое мнение написать, в чате, или же можем потом это тоже обсудить после, моего рассказа. Да, дублирование здесь у нас полное, да, тут вопросов нет. Но в плане ошибок тут, конечно, есть одна — это использование старой терминологии. То есть сейчас обычно не пишут не "Бурят республикин", а "Бурят олосе". То есть термин "республика"
был заменен на бурятоязычный термин. Вот, и итого эта вывеска получает 3 балла из 6. Вот. 4-я вывеска — это, можно сказать, такой эталон, да, того, что может быть. То есть здесь у нас есть, дублирование на обоих языках. Всё оформлено единым шрифтом, единым размером. Бурятский расположен левее. Да, бурятский расположен левее, дублируется полноценно. И в том числе даже, если вы обратите внимание, то, и режим работы, да, продублирован тоже на бурятском и на русском языках. Причем дни недели, на бурятоязычной вывеске, да, написаны именно, вот бурятские, да, не русские. Да, это встречается довольно редко, потому что обычно вот именно вывески с режимом работы, даже не вывески, а текст режима работы, вот на таких вот единых вывесках, он представлен бывает только на русском языке, что, конечно же, ну, мне кажется, неправильно. Вот, ну, есть шрифт Брайля здесь, но и, скорее всего, он соответствует только русскоязычной надписи, но да, вот в этом отношении, конечно, можно тоже поработать, может быть, разработать шрифт Брайля для, бурятского языка, да, ну, или для любого другого целевого языка, где, а, ну да, вот представлены подобные вывески. Вот. Но тем не менее, да, вот несмотря на шрифт Брайля, вот эта вот, вывеска может получить, наверное, все 6 баллов из 6. Вот, а теперь интерактив. Вот, перед нами есть еще одна вывеска, тоже из города Улан-Удэ. Вот, на ней есть бурятский язык, да, он есть, хорошо. Вот, и ну, она содержит ошибки, да, вот это вот то, что я могу сказать как бы, ну, предварительно. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить остальные критерии, да, то есть, тип шрифта, размер шрифта, расположение и дублирование. Давайте сейчас в течение минуты, может быть, вы напишите свои наблюдения, да, свое мнение в чат, вот, и дальше я покажу уже правильный ответ. Я, если можно, так как у нас у людей время подумать, я задам вопрос, который я не вижу в списке критериев. Мне кажется, что, я, конечно, не знаю бурятского языка, но мне кажется, что по-русски написано больше информации, чем по-бурятски. И, наверное, это тоже фактор, который надо оценивать. Да? То есть, может быть, по-русски более полная информация, или мы не учитываем этот фактор? Нет, мы его учитываем как раз таки вот именно в дублировании, потому что вот дублирование — это про полное или неполное. Именно вот, то есть вот это как раз таки то, о чем ты, собственно, сейчас спросил. Да. Так, размер шрифта представлен не так хорошо в отношении бурятского языка. Так, хорошо. Расположение тоже. Да, так. Мгм. Да, ну давайте тогда, если больше у нас нет ответов, да, то я, наверное, покажу, то, как оценил это я. Да, так, сейчас. Да. Ну, тип шрифта, да, вроде бы один и тот же, да, он такой без осечек, просто, но, конечно, вопросы вызывает ну, его размер, да, он гораздо мельче, чем шрифт, которым написана русскоязычная надпись. Да, вот невыгодное расположение — это то, что бурятский расположен вот в самом низу, и, да, неполное дублирование. Ну, вот это вот, мне кажется, вообще очень хрестоматийный случай подобного неравенства, да, в плане дублирования, ну и вообще вот в других отношениях. Вот поэтому я вот поставил его вот как раз таки для интерактива сюда. Да, действительно, и она на самом деле висит, вот это вот фото, оно 24 года, но эта вывеска была еще и в 2019 году, когда я первый проводил исследование языкового ландшафта в Улан-Удэ.
То есть, получается, 5 лет, да, она, по крайней мере, она вот в течение них, висит, и, никто на нее особо внимания не обращает. Да, и ошибки здесь тоже, конечно же, у нас в язычном тексте присутствуют, да, несмотря на его такой очень маленький размер, да, и объем, вот, все равно там закрались некоторые ошибки. Ну вот, эта вывеска получает, соответственно, 2 из 6. Ну, хотя на самом деле я бы мог поставить ей даже меньше вот за подобное, да. Ну да, окей. Вот, мы, поняли, какие у нас, могут быть проблемы с, с многоязычным языковым ландшафтом. И, собственно, в этой части далее я расскажу, что мы можем сделать, чтобы, исправить вот существующую ситуацию, да, чтобы каким-либо образом повлиять, да, на существующий порядок вещей. Ну, во-первых, конечно же, мы можем обращаться, в республиканские или муниципальные органы власти с заявлениями о замене вывесок. Также можем организовать группу единомышленников, которая будет, контролировать языковой ландшафт и фиксировать случаи недопредставленности целевых языков. Также, конечно, со своей стороны мы можем взаимодействовать с представителями частного бизнеса, образовательных и других организаций для, организации присутствия в них целевых языков. Вот. И, конечно же, освещать проблемы языкового ландшафта, языкового неравенства, в языковом ландшафте, да, на широкую аудиторию. Вот. Ну и далее я расскажу о каждом из этих направлений. Вот. И наиболее подробно, конечно же, о самом первом в отношении заявлений. Да, то есть, да, вот, допустим, мы, увидели какую-то вывеску, на которой у нас не представлен наш целевой язык, а по идее должен быть. Вот, например, вот я для примера взял вывеску Русского драматического театра имени Бестужева, это город Улан-Удэ. Вот, и, соответственно, ну, мы должны решить, куда нам это заявление направить. Вот, конечно, желательно это сделать туда, вот в то, министерство, да, к которому относится данное учреждение. Вот, если это театр, да, как в нашем случае, то это Министерство культуры. Если это поликлиника, то это Министерство здравоохранения и так далее. Вот. Если же сложно выявить какой-либо контролирующий, да, орган, вот, особенно это бывает актуально, в случае с частными заведениями, то можно просто обратиться в мэрию, да, в администрацию населенного пункта, и, они уже там далее сами, направят это обращение куда нужно. То есть они, да, довольно, ну, по моему опыту тоже так было. Они, довольно хорошо представляют, куда можно адресовать, присланное им заявление. Вот, что, собственно, написать? Ну, во-первых, описать объект и место, где вы отметили нарушение. Вот здесь, в этом случае, в этом примере, да, это была официальная вывеска Русского драматического театра. И вот место — это город Улан-Удэ, улица Терешковой, 9А, да, то есть полностью описали, и объект, и место, да, где у нас это, встретилось. Затем сформулировать нарушение, да. Ну, нарушение — это отсутствие вывески на бурятском языке. Затем нам это нарушение надо чем-то подкрепить, да. И здесь вот как раз таки нам понадобится вся вот эта вот, законодательная база, которая имеется в нашем распоряжении. Ну, конечно, федеральный закон, может быть, нам и не нужен, да, в данном случае, но вот именно закон республики, где это нарушение встретилось, он как бы вот как раз таки и является в этом случае основным. Да, и вот мы здесь можем написать, что, вот, данное нарушение, да, не соответствует закону Республики Бурятия о языках народов Республики Бурятия, статьям 14 и 15. Вот. И можем прямо формулировки этих статей тоже в это заявление вставить. Вот. Можно также, чтобы, ну, дополнительно, да, усилить, вот эту аргументацию и привести формулировки о важности сохранения языкового многообразия, из этого или из других законов, да. То есть, может быть, какая-либо, программа, да, по сохранению и развитию языка, вот, и стратегия по сохранению и развитию языка.
Вот из них тоже можно взять какие-то такие частные или общие формулировки и тоже вставить текст твоего обращения. Вот. И, конечно же, в конце сформулировать просьбу конкретную, чтобы, ну, что, собственно, нужно сделать. Да, вот, здесь я сформулировал примерно так, что прошу установить дублирующую вывеску на бурятском языке, выполненную в едином стиле, единым шрифтом и размером с установленной вывеской на русском языке. Да, то есть вот как раз таки здесь перечислил все вот эти вот наши параметры, да, вот какими они, ну, какой должна быть вывеска, вот, которую они собираются делать. И также, конечно, по желанию, можно предложить собственный вариант перевода вывески. Вот в моей практике тоже такое встречалось, я сам предлагал, и вот эти вот варианты, принимались, да, к моему удивлению. Хотя на самом деле, у нас есть терминологическая комиссия и, служба переводов, вот, которая должна вот это все дело, а, курировать, да, и вот на все вот эти обращения, собственно, выдавать, нужные, да, соответствующие, принятой терминологии, варианты перевода на целевой язык. Вот. Но со своей стороны, конечно, тоже можно такое предложить. Как подать заявление? Да, ну, можно, конечно, его написать от руки или распечатать и собственноручно отнести в письменной форме, да, в нужное ведомство. Вот. Но, более такой удобный вариант, по моему мнению, это отправить электронно, через централизованную систему для отправки заявлений. Это еще называется, электронная приемная или виртуальная приемная какого-либо ведомства. Вот, можно, ну, бывает такая централизованная система, где можно выбрать, там конкретное министерство или комитет, и направить туда. Или же можно найти, собственно, сайт конкретного министерства, да, или ведомства и, направить через форму обращений свое заявление туда. Вот. И также можно сделать через какое-либо специальное приложение, ну, если оно существует, конечно. Вот, и такие вот некоторые примеры, того, как это можно сделать. Это, вот, сайт "Активный горожанин", который работает в городе Улан-Удэ. Вот это как раз таки пример такой вот централизованной платформы. То есть здесь мы можем, выбрать какую-либо проблему и, вот свое заявление, да, вот сформированное, да, написанное по, приведенному мной выше шаблону, вот можно его через вот этот сайт отправить. Да, и подобное есть тоже в Республике Татарстан, система "Народный контроль", тоже работает по такому же принципу. Да, вот что из моего опыта? А, я вот подавал, заявление электронно через, систему вот "Активный горожанин", вот, и указывал там на самом деле только свои фамилию и имя, даже без отчества, и электронный адрес. То есть они там просят еще и телефон, и почтовый адрес, но это все без звездочки, это не обязательные поля, поэтому можно там ничего не указывать. Вот, и в течение 30 дней, получал из соответствующего ведомства ответ на электронную почту. Вот, и часто этот ответ сопровождался результатом, выполненных работ. То есть там они прям прикладывали фотографию новой, установленной вывески. Вот, справа это у меня скриншот из почты, да, вот куда я направлял. Вот и какое у меня было вот, сообщение, да, какое у меня было заявление. Да, ну, окей, вот. И то, что я получил, это было вот такое вот официальное письмо, которое прислали на электронную почту, где, ну, где они признали факт наличия ошибки. Вот, и также поблагодарили за, то, м, что я обратил на это внимание и написал им. Вот. И сверху мы видим, тот вариант, который был до, старый вариант с ошибками, вот, который я сфотографировал и направил вместе со своим заявлением. Да, вот, кстати, вот вместе с текстом, конечно же, хорошо приложить и саму фотографию, той вывески, которая не соответствует закону. Да, и они мне в ответном письме, вот вместе с этим ответом официальным,
прислали также и вот эту вот фотографию с обновленной вывеской. Здесь вот уже на самом деле ошибок никаких нет. То есть все соответствует правилам бурятского языка и терминологии. Вот что касается взаимодействия с представителями разных организаций, да, с представителями частного бизнеса и так далее, то это можно все организовывать и как в городе, так и в сельской местности, да. Можно договориться с директорами детских садов, да, школ, дома культуры, медицинского фельдшерского пункта, администрации, там, ну, любой магазина, да, вот магазина, аптеки и так далее, вот о том, чтобы продублировать их ценники или какие-то вывески на целевых языках. Вот. И, собственно, чем это можно аргументировать? Ну, во-первых, тем, что важно, чтобы язык был представлен на вывесках в тех местах, где живут его носители, да. Особенно часто в сельской местности именно встречается такое, что ну, в селе нет ни одной вывески с ну, написанной на целевом языке. Вот, и это такая вот проблема, вот, которую как раз таки можно решить вот именно через такое взаимодействие, да. Также можно аргументировать и образовательным потенциалом, то, что вот если у нас будут двуязычные вывески везде развешаны по нашему населенному пункту, да, ну, по деревне, например, то их будут постоянно видеть дети и взрослые, и, соответственно, запоминать, как что называется, еще и на целевом языке. Да, носителям старшего возраста может быть, более удобно, да, ориентироваться в пространстве, если, в нем все прописано еще и на целевом языке. Да, но это тоже не для всех ситуаций, конечно, актуально, но где-то может пригодиться, да. И вот такой аргумент, в принципе, тоже имеет место быть. Вот. Ну и можно отослать еще к тому, что многоязычие — это тренд. Сейчас, многие, да, частные заведения, ну и не только, да, дублируют свои вывески, полноценно, да, и, ну, разным образом продвигают, целевые языки в своих заведениях. Вот, и давайте тоже, ну, встроимся в этот тренд и, да, будем, соответствовать ему, да. Вот такое тоже на самом деле можно, а да, проговорить. Вот именно вот на фотографии вот как раз таки представлено фото из моего опыта. Это, школа села Тарбальджей, это Забайкальский край, где живут хамниганы. Вот. И вот эти вывески как раз таки готовятся к тому, чтобы, быть замененными на, двуязычные, которые содержат и русский, и хамниганский. Да, ну и что касается просветительских проектов, то, ну, сейчас, конечно же, очень много, различных у нас есть, возможностей для реализации чего-то подобного. Да, вот, такой проект есть для саха-языка. Вот, тут у нас есть его название и то, чем он занимается, да. То есть это показывает разные формы языкового ландшафта на языке саха, освещает ошибки на табличках и вывесках в Якутии и ссылается на республиканское законодательство о языках. Вот, и все сопровождает, вот такими вот, фото, прикрепленными к постам. Да, вот это уже мой проект личный, называется БХЛГ надпись, вот который я, в котором я рассматриваю как раз языковой ландшафт, Республики Бурятия. Ну, в основном это город Улан-Удэ, но бывают примеры из, различных других населенных пунктов. Вот, да, я продвигаю многоязычие в Улан-Удэ. Ну, к сожалению, пока ограничивается лишь, официальными вывесками. Вот с частными я пока еще не работал. Вот это, наверное, предстоит еще сделать. Вот, да, стараюсь вот, в этом проекте контролировать, да, официальные вывески и то, соответствуют ли, написанные на них тексты нормам бурятского языка. И также пишу заявление, вот как раз таки на замену вывесок в органы власти. Вот. И сопровождаю это всё аргументацией, ну, с опорой на законодательство. Да. Ну и, собственно, вот подытоживая все, что я сегодня рассказал,
стоит сказать, что представленность целевых языков в ландшафте связана со многими политическими и социальными факторами, да, то есть языковая политика, сколько у нас носителей живет в данной местности и так далее, да, все это вот тоже влияет на языковой ландшафт тем или иным образом. Вот. Языковое законодательство в этом отношении является такой основной опорой для осуществления активистских инициатив, вот, которые как раз направлены на повышение представленности целевых языков. При этом, да, вот в такой работе важно учитывать не только наличие языка на вывеске, да, но и тип, размер шрифта, наличие ошибок в тексте на целевом языке, полноту перевода и расположение языка на вывеске относительно другого языка. Вот все это играет важную роль для полноценной представленности целевого языка в языковом ландшафте. Да, у нас, вот как у активистов, существуют простые и доступные механизмы а, для нашего взаимодействия с представителями власти. Да, вот это вот указанная выше платформа. Может быть, и в ваших регионах тоже что-то такое есть. Можете это поискать, и, ну, я думаю, оно точно есть. Вот. И вот это все, да, вот именно вот это взаимодействие через, вот эти все формы, да, через вот эти заявления, подкрепленные аргументами ну, ссылающимися на статьи закона, это все действительно работает, и работает на повышение представленности языков, в языковом ландшафте наших городов. Вот, и такое вот взаимодействие по языковому ландшафту можно выстраивать не только вот по вертикали, да, когда мы обращаемся в какой-то орган, а этот орган потом там спускает все вот это вот исполнение, да, в конкретную организацию. Да, вот это можно выстраивать и по горизонтали, да, то есть обращаться напрямую к владельцам различных организаций, да, к директорам учреждений и вот, собственно, рассказывая о том, почему языковой ландшафт на целевых языках важен, и, ну, предлагая вот свою помощь для вот реализации, для внедрения целевых языков в их внешний и внутренний языковой ландшафт. Вот. Ну, наверное, на этом все. И я хочу еще раз поблагодарить Артема Федоринчика и Гюлю, за приглашение на семинар, и также своих коллег, студентов, друзей и родных за то, что, присылали мне различные фотографии, которые я сегодня использовал, в своем рассказе, в своей презентации. Да, спасибо большое за внимание. Вот, и буду рад обсудить с вами различные вопросы, которые у вас могли возникнуть в течение этого рассказа. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав. Мне кажется, это очень важная тема, и очень много вопросов было поднято, и очень много визуализаций, да, то есть действительно таких важных примеров. Ну, давайте так. Там были вопросы в чате. Значит, друзья, если вы хотите озвучить те вопросы, которые вы писали в чате, то поднимайте руки. Если у вас нет возможности говорить, то я их прочитаю. А пока я вижу руку Амгалана Даржаева, и, пожалуйста, говорите. Да, всем привет. Меня слышно, да? Да-да-да, А, слышно. Да, у меня вопрос такой стоит. Первый раз ну, практически первый раз сталкиваюсь с понятием языкового ландшафта. И хотелось бы узнать, есть ли градация уровня, как бы, ну, то есть язык там слабо распространен, там сильно распространен. Ну, есть ли какая статистика по, скажем так, по языкам в России? И второй вопрос, вот такой больше такой теоретический, входит ли в языковой ландшафт помимо ну, архитектурных, ну, вот этих вывесок ну, на вывесках, точнее, надписей на вывесках, какие-то другие сферы публичные, наверное, я бы так сказал, например, какие-то законодательные, ну, законодательные акты, может быть, и какие-то медиасфере, может быть,
изучает ли языковой ландшафт наличие языка в других сферах, кроме городского ландшафта, например, в социальных сетях, в какой-то литературе, ну, в фильмах, там, ну, переводы там и так далее. Есть ли как бы такие проекты, связанные с этим, которые могли бы там, измерять как бы какой-то прогресс в этом направлении? Да, спасибо большое за вопросы. Вот, относительно первого, да, я так понял, это про статистику того, насколько различные языки России представлены в языковых ландшафтах разных городов. Да. Но на самом деле у нас исследований в последнее время, конечно, по России стало гораздо больше, да, по разным, самым различным городам. Вот, но все равно именно охват пока еще не настолько большой, чтобы вот составить конкретную статистику по вообще всей России. Ну, естественно, по языкам республик такое у нас есть. Но в целом, на самом деле, конечно, по всем городам, да, республиканским прослеживается, что русский язык это самый доминирующий язык, то есть он используется везде, и его степень его присутствия в городской среде, именно в письменном виде, да, она самая высокая, там, ну, чуть ли не 90%, да, всего, что есть, что написано в городе, это написано на русском языке. Вот, языки ну, другие государственные языки, да, которые наравне с русским идут, вот, по ним цифры на самом деле гораздо ниже, да, чуть ли не в половину ниже, вот, ну, везде, конечно, отличается, вот про Улан-Удэ, что ж там было-то? Про Улан-Удэ было где-то около 30, наверное, процентов именно в государственных вывесках, да, у нас встречается бурятский и на 100% русский. В частных заведениях у нас бурятского примерно что-то около 17 или 16%, ну, русского, соответственно, там тоже около 90. Вот. Но, конечно, нужно дальше проводить такие исследования по разным другим городам, и, может быть, не только городам, но и поселкам городского типа, селам, деревням, да, чтобы полностью показать вот ситуацию в разного рода других, да, локациях. Вот это первый вопрос. Так, а второй, а, так, сейчас, Входит ли в языковой ландшафт во-во. использование языка в других сферах? Да-да-да, спасибо, что напомнил. Вот, на самом деле, да, тоже как посмотреть. То есть вот наше вот первое самое определение, которое я ввел, оно вроде бы что-то из этого включает, да, то есть там комментарии на видеохостингах, все такое, но это может на самом деле относиться и к сфере контента. То есть тут вот нужно, может быть, где-то различить, вот именно где заканчивается языковой ландшафт и начинается контент. Вот, но в то же время, вот, да, это такой довольно сложный вопрос, и мы его тоже в нашем центре на самом деле обсуждали. И вот пока к какому-то именно окончательному разграничению, да, еще не пришли. Вот. Но вот что касается учета, да, вот этого динамики, да, того, что появляется для языков, как это появляется, вот, пока, насколько я знаю, такой вот конкретно прицельной статистики нет. Вот мы в своем центре это стараемся фиксировать, но тоже для, на самом деле, очень-очень малого количества языков. И, ну, что-то, конечно же, возможно, упускаем, да, потому что, ну, невозможно, конечно, охватить все, да, ну, вот именно силами одной группы. То есть тут, возможно, нужно какое-то более расширенное сотрудничество, да, более расширенная работа по одному языку, да, с разных сторон. То есть, что, допустим, мы и, допустим, ну, представители из регионов, да, тоже вот реализуем совместную работу, да, и вот а, делаем что-то такое. Вот если бы такое было, да, то можно было бы, да, отследить вот такую динамику на самом деле. Вот, но пока это тоже представляется довольно таким проблематичным, но тем не менее довольно перспективным в качестве
ну, для будущего, да, для будущего такого вот анализа. Да, спасибо. Ну, еще в Спасибо. том числе по сайтам же еще нет как бы статистики, да, ну, допустим, сайты на языках, скажем так, ну, по крайней мере, республик России, например, взять просто бурятский, там, или татарский, Ну шведский и вот так далее. так вот именно по сайтам, вот я, честно говоря, не сталкивался, но, может быть, кто-то из присутствующих сегодня слушателей, участников располагает такой информацией, да, если да, то, пожалуйста, напишите. Вот, но я лично вот именно конкретной статистики не видел по Мгм. тому, какие сайты в России у нас имеются на разных языках. Ну, так, хорошо, спасибо. Да, А, спасибо. Дорогие друзья, я не вижу больше поднятых рук. Ага, Залина, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за эту возможность, за вашу презентацию. Очень интересно было. Первый вопрос я бы хотела задать по поводу, вы дали определение языковому ландшафту, и здесь у меня вопрос, считается ли частью языкового ландшафта вывеска на родном языке, ну, латинскими буквами, к примеру? Насколько это считается представленным язык? Потому что, например, у меня в родной республике, ну, в городе Нальчике, где я сейчас нахожусь, есть названия, но они латинскими буквами. Вот Саби, например, это не используется родной алфавит. Считается ли это примером языкового ландшафта? И немножко пересекаясь с вопросом Амгалан, извините, если неправильно произношу, а, тоже хотела задаться вопросом: языковой ландшафт — это только вот эти вывески или это еще как-то можно представить язык? И насколько вообще эти вывески на родных языках на самом деле важны, если информация в них достаточно скудная, я бы хотела сказать. Ну, и опять же говорю на примере своей республики, Кабардино-Балкарской республики, где информация практически, ну, те же слова: республика, федеральный, федерально. Ну, то есть понятно, что это как бы соблюдение как бы прав малочисленных народов и так далее, но не лукавим ли мы, когда большое такое значение этому придаем? Спасибо. Ага, да, спасибо большое, Залина, за вопрос. Да, вот что касается первого, да, вот именно надписей на целевом языке на латинице. Ну, это, безусловно, входит в языковой ландшафт и тоже отражает какие-то тренды, ну, в плане того, что вот латиница ассоциируется с английским, да, с таким языком международного общения, да, и вот таким вот образом частные предприниматели стараются показать, ну, придать какой-то лоск, какой-то престиж своему вот именно конкретному месту, да, то есть продвинуть его, выделить из ряда других, например. Да, ну, разные мотивации бывают у представителей бизнеса, но, безусловно, если это слово, да, из вашего языка, и оно написано, ну, не в кириллице, а в латинице, то оно все равно остается словом вашего языка и, ну, входит в языковой ландшафт, да. Ну, и главное, что люди, которые проживают, да, вот в вашем городе, они все равно способны считать вот это вот надпись, вот это название и идентифицировать его как свое, да, как слово из своего языка. И вот это на самом деле тоже очень важно, потому что если, допустим, ну, вот у нас, да, вот в республике, да, иногда пишут на монгольской письменности, да, ну, вертикальная, да, и ее и знают на самом деле очень немногие. Вот, ну, вот вопрос: это является элементом языкового ландшафта или же это больше как декоративное что-то? Ну, возможно, и является, но скорее для большинства людей, которые не умеют читать на этой письменности и даже может быть, даже не подозревают о ее существовании, это просто какой-то элемент такого декора внешнего. Вот. Но латинские надписи, мне кажется, входят, да, именно в языковой ландшафт.
Также, что касается, да, вот, именно разновидностей, да, языкового ландшафта. Ну вот да, вот я специально дал такое очень широкое определение, чтобы мы не концентрировались именно на вывесках, хотя на самом деле я в своей презентации как раз таки концентрировался на вывесках, но это больше, наверное, смещение, ну, из-за моей, ну, из-за моей диссертации, да, потому что я там рассматриваю вот именно вот в таком, да, ключе. Но на самом деле, конечно, бывают разные другие проявления языкового ландшафта. Это может быть и вот аудиоландшафт, да, то есть разные голосовые объявления там в магазинах, на вокзалах и так далее, да, которые доступны большому количеству людей и которые вот могут, да, озвучиваться на тоже самых разных языках. Ну, хотя на самом деле, вот, как правило, это только русский. Вот, и это тоже на самом деле формирует, языковой ландшафт. Да, также различные надписи на машинах, да, тоже, в это вносит свой вклад, да. И даже надписи на футболках какие-то, да, разные тоже, конечно же, формируют языковой ландшафт, но их проблема в том, что они все довольно динамичные, то есть сегодня они есть, завтра их нет, да. И все это очень сильно изменяется, очень нестабильно, и вот поэтому возникает вопрос, как их считать, как учитывать их присутствие в языковом ландшафте. Тоже такой довольно насущный вопрос для, всего вот этого, направления исследований. Но тем не менее, есть случаи, когда вот эти вот элементы как раз таки учитываются. Вот. Ну и в целом для нас, наверное, как для активистов, может быть, вот именно такое широкое, да, понимание, оно, все-таки полезно, да, чтобы мы, как бы могли посмотреть, на то, что мы можем сделать еще более широко, да. То есть, что мы можем не только менять, официальные вывески, но и, допустим, просить разные магазины делать рекламу на наших языках, да, не только на русском, но и на, другом языке еще, да, и чтобы реклама дублировалась. Вот, поэтому да, вот все, что связано с языком в публичном пространстве, да, в любом виде, вот, можно рассматривать, наверное, как элемент языкового ландшафта. Вот, и вот что касается третьего вопроса, то, вот да, вот есть на самом деле такая проблема, что, действительно очень много, ну, много терминов, да, являются интернационализмами или заимствованиями из русского языка. И, да, ощущается это как, ну, действительно, вот, ну да, как вы, собственно, и описали, да, что вот по сути-то, слова, остаются русские, да, как будто. Вот здесь, честно говоря, вот я даже, не знаю, что можно предложить, но, именно в плане активистов, да, потому что, ну, вот именно заменой терминов занимаются разного рода терминологические комиссии, и это зависит от, того, как, такая комиссия работает в вашей республике. То есть, может быть, их устраивает, ну, использование, да, различных заимствований, да. И вот как раз таки в этом плане, может быть, активисты могли бы тоже поднять тему, что вообще-то можно как-то подумать о том, чтобы перейти на какие-то другие термины, да, на, может быть, более исконные термины, которые использовались на каком-то этапе вашей истории и затем были заменены на, заимствование из русского или на интернационализмы, да. То есть вот эту тему тоже можно изучить и выйти к вот этим вот терминологическим комиссиям, да, с предложением о том, чтобы, пересмотреть, да, существующие термины и внедрить новые. И на самом деле такая работа имеет прецеденты в России. То есть это, ну, опять-таки, я далеко уходить не буду, это Республика Бурятия, где тоже, на самом деле, вот еще 10 лет назад наблюдалась такая ситуация, что там все было, очень много было вывесок, которые действительно были вот просто вот основы, русские, да, окончания бурятские. Вот такое вот очень часто наблюдалось. Сейчас вот за 10 лет была проделана большая работа вот по, именно переводу вот этих терминов, по даже не сколько переводу, а скорее по возвращению, да, старых терминов снова в использование. Потому что вот у нас, термины были, да, довольно много общественно-политических терминов было именно бурятоязычных,
которые затем впоследствии там в 40-х и далее годах были заменены на русскоязычный и на интернационализм. Вот. И вот сейчас идет такой вот планомерный последовательный переход, возвращение, да, к вот тем терминам, которые были использованы, которые использовались до, да, вот всех вот тех событий. Вот, и довольно успешно идет. Причем еще в этом плане у нас помогает именно присутствие, ну, рядом монгольского языка, у которого эта терминология тоже очень хорошо развита именно на базе своего языка, без заимствований. И вот мы эту терминологию, получается, подстраиваем под бурятский язык и внедряем тоже в, ну, вот в общественное поле, да, создаем разные терминологические справочники, вот, которые в общем доступе есть, и вот которыми я как раз пользуюсь для своих активистских целей, да, в том числе. Вот, то есть это такое довольно большое подспорье получается. Да, ну вот, может быть, вот в таком плане, да, можно. В Якутии, да, в Саха-Якутии тоже вот подобная работа делается. Вот у них тоже, на самом деле, как известно, довольно много было заимствований именно в плане терминов общественно-политических. И они начали как раз тоже, ну, несколько лет назад вот такую вот работу по замене этих заимствованных терминов на сахаязычные. И тоже довольно у них это в последние годы хорошо продвигается. То есть вот может быть, можно подумать вот в этом направлении. Гюлю Геререм, Залина, у вас там еще был общий вопрос в чате. Вы хотите его задать? Или... Тогда задавайте, да, а потом Гюлю. Да, и просто хотела еще кое-что задать, в смысле, если можно, извините, Гулу, вы первые были. То есть, исходя из того, что вы сказали, даже если вот вывески, терминология, все это проработалось и заменили и сделали, это чисто просто, честно говоря, ваше личное мнение, насколько вот эти вывески важны, если носителей языка становится меньше и меньше. Ну, то это как бы общее, так, если брать статистика во всех регионах, конечно, проблема сохранения языка, то насколько вот важны вот эти вывески, вот этот языковой ландшафт, даже если он на латинском, например, кто его будет понимать и вот какова роль вот этого в вашем понимании? Спасибо. Да, спасибо И большое. да, и еще один вопрос, это чтобы потом Ага. опять вас не дергать. Кое-какие скриншоты просто сняла, презентации. Можно ли ими делиться? Ну да, да, на самом деле, да, без Все, спасибо проблем. большое. Вот, что касается, да, вот именно вот практической, да, вот этой вот точки зрения, да, то есть, ну, языковой ландшафт, по большей части, это, конечно, все такое очень символичное, да, то есть, если ситуация с языком, ну, если носителей языка мало, да, если мало тех, кто умеет читать, то, конечно, практического смысла они, как правило, не несут. Но вот именно с точки зрения символической, да, с точки зрения осознания того, что вот мой язык используется не только у меня дома, там, и на нем говорят бабушки и дедушки, его используют еще и в государственных организациях, там, в различных ам, частных заведениях и так далее, да, вот, ну, в рекламе, например, вот, это все равно влияет на именно престиж языка, да, в глазах людей. То есть, люди, ну, если бы этих проявлений визуальных не было, то, возможно, престиж языка был бы гораздо ниже, чем он есть сейчас. Ну, то есть, если он сейчас кажется тоже низким, то без языкового ландшафта, скорее всего, ситуация была бы еще, ну, гораздо хуже, да. Вот, и поэтому вот именно языковой ландшафт важен ну, вот для разных регионов, да, вот именно с такой символической точки зрения. Ну, на самом деле, не для всех вообще регионов, в том числе и с символической важной точки зрения, чтобы вот осознавать, что, да, вот мой язык используется еще вот в таких-то, таких-то, таких-то сферах. Вот, я вот думаю так. Так что все-таки именно вот в плане престижа это, я думаю, важная инициатива. Гюлю, Buyurun söyleyin.
Да, Zaman hayır olsun, saygılı kollegalar. Здравствуйте, дорогие мои коллеги, и я, как вижу, все являются языковыми активистами в разных республиках, скажем так. Я из Молдовы, я сама гагаузка, меня зовут Гюлька Карамфил. И что у нас с языковым ландшафтом? Я хочу коротко сказать. У меня не вопрос, я прошу прощения, у меня просто благодарность нашему коллеге, который очень даже ярко и широко нам показал, предоставил материалы и показал, как они делают у себя. И это очень даже подстегивает всех остальных делать то же самое. Я хочу очень в 2 словах сказать о нашей ситуации с языковым ландшафтом у нас. Да, у нас тоже есть закон, который подразумевает в верхней части таблицы, или как сказать, вывески, да, это будет на первом месте будет гагаузский язык, далее будет румынский язык, а в следующем будет русский язык. Но, к сожалению, тоже точно так же, как и везде, наверное, это не всегда является, то есть не всегда следят за этими правилами. Много ошибок. Вот у нас, естественно, единственная ситуация, где у нас люди могут даже не спросить и сделать с головы, взять, написать и поставить на гагаузском, но там очень много ошибок. То есть у нас нет, знаете, у нас есть, значит, терминологическая комиссия, но туда никто не обращается. Вот что интересно. И все делают как бы из всего, что им вздумается, пишут, и получается очень много нелепых ошибок. И получается мартышкин труд. Люди готовят, типа они уважают закон, но там очень много ошибок. И вот такова ситуация. Но вот сейчас, после этой программы, я, наверное, опять же, начнем что-то делать в этой области, будем писать, чтобы начали исправлять эти ошибки. Но еще и нужно будет обратиться к нашим депутатам, то есть в наши хаб-топлушо, наш маленький меджлис, как говорится, чтобы там тоже как-то сделать так, чтобы обращались именно в терминологическую комиссию за правильными текстами как румынского. То есть у нас должна быть даже комиссия, которая будет смотреть и румынский язык, и русский язык, и гагаузский язык. Вот, в принципе, наша проблема. И я еще раз благодарю за такой очень даже хороший и хорошее выступление. Спасибо большое. Да, спасибо, Гюлю. Да, я хотел бы тоже прокомментировать вот то, что вы сказали. На самом деле, да, вот именно в этом плане, вот именно инициатива со стороны активистов, да, может стать вот тем самым недостающим звеном во всем этом механизме, да, которое уже запустит вот эту вот работу, да, по внедрению, да, гагаузского языка, языкового ландшафта именно без ошибок, да. То есть сейчас, возможно, устанавливают все абы как потому, что нет какого-то общественного контроля, и люди думают, что ну и так сойдет. Вот. А вот если они уже будут знать, что вот если мы разместим какую-то неправильно написанную вывеску, то мы потратим деньги, можно сказать, 2 раза, да. Нам придется переплатить за то, чтобы заново сделать новую вывеску. Вот, и тогда уже будут как бы самостоятельно, да, вот обращаться в те самые терминологические комиссии, чтобы, ну, как бы на первоначальном этапе сразу отсекать все вот эти ошибки и уже устанавливать, как бы, полностью соответствующие правилам всех языков вывески, да. Поэтому я очень, рад, что, ну, я буду рад, если такая работа начнется, а если она уже есть в какой-то степени, то продолжится и расширится. Вот, и как-то вот эта да, ситуация с представленностью гагаузского языка в Гагаузии будет, ну, стремиться к благополучной. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, тогда я тоже хочу вступить в дискуссию. Ну, А скажем, можно тоже вопрос?
Саян, давайте, я просто раньше поднял руку, я вам потом дам слово. Сейчас просто уже, чтобы продолжить тему Гагаузии, я просто сейчас стараюсь наблюдать за тем, что происходит. Ну, у нас идет запись, поэтому как бы не будем сильно критиковать, да, но если говорить в целом, то, ну, есть такое ощущение, может быть, я ошибаюсь, но есть такое ощущение, что руководство республики не очень заинтересовано в развитии гагаузского языка. И я вижу в соцсетях такое, ну, я не знаю, народное возмущение, да, что как бы там проводятся какие-то праздники там и так далее, но как бы это все, ну, просто деньги проедаются, да, и нет никакого результата вот с точки зрения развития. И о чем я подумал? Значит, опять-таки, можно не выдумывать велосипед, а посмотреть, какой у нас был опыт. В Чувашии был Дима Степанов, Дмитрий Степанов, такой активист, который, ну вот Вячеслав как раз говорил о том, что он пытается обращаться, да, но это один человек. Вот Дмитрий Степанов, он юрист по образованию, и он, ну, значит, составил документ, ну, вот как бы образец обращения, причем там были образцы обращения по поводу дорожных знаков, там по поводу вывесок в магазинах, там ценников, в общем, разные, да, какой-то такой набор он сделал. И он их выложил в интернет и сказал, значит, ребята, я один, меня не послушают, подумают, какой-то дурачок пишет, типа, ну и пусть пишет, да. Но смотрите, вы можете взять вот эти готовые образцы, просто вписать туда свою имя, фамилию, да, например, или там адрес своего магазина, или там что-то еще, ну, то, что вам нужно. Значит, он их составил грамотно на чувашском языке, что важно, потому что если вы обращаетесь на русском языке, это не так, скажем так, не выглядит не так солидно, да, как вы на своем языке просите сделать правильно на своем языке. Он написал этот текст, именно как юрист, грамотно на чувашском языке, а дальше люди стали просто скачивать их и туда вписывать свои, ну, я говорю, имя, фамилию, там, реквизиты и так далее. И когда таких обращений были уже не один, два, а были десятки, то это заставляет власть имущих задуматься, ага, значит, народ хочет. Значит, наверное, надо что-то сделать, и тогда они будут довольны, они за нас будут голосовать. Похожая инициатива была в Беларуси, там этим занимался Игорь Случак. И в контексте Гагаузии я как раз думаю о том, что вот есть ну, вот группы в соцсети, где люди обсуждают, где люди видно искренне переживают и так далее. И, наверное, если бы, например, через соцсети распространять такие вот заготовочки, и каждый желающий, потому что не каждый может написать грамотно, да, не каждый ну, захочет на это тратить время, это сложно, он тоже сам может сделать ошибки. А если они уже есть готовые, то количество этих обращений можно увеличить и тем самым увеличить вероятность того, что нас послушают. Поэтому это, конечно, не только в Гагаузии можно реализовать, да, но вот в контексте Гагаузии я бы такое решение предложил. Не знаю, что скажет Гюллю, но вот пока что вот у меня такая мысль есть, я бы в эту сторону немножко подумал. Да, я оговорился, ну, республика, ну, я как бы Гагаузьери, да, она для меня как бы как почти республика. Саяна, да, пожалуйста, вы хотели сказать. Всем здравствуйте. Спасибо большое за встречу. Очень интересная встреча. Я у Гырылмы прочитала объявление, мне стало интересно, и я пришла на этот вебинар. То есть я не в этой теме, но у меня такой вопрос. Смотрите, получается, я сама родилась и выросла в Агинском Бурятском округе, а это Забайкальский край. Есть еще такой же округ, Усть-Ордынский Бурятский округ в Иркутской области. Два этих округа, там родной язык бурятский, находится в составе этих двух регионов. Один в Забайкальском крае, другой в Иркутской области. Получается, эти регионы не национальные. И я знаю, что в Агинском округе, когда делают вывески, там нельзя использовать родной язык. Вот в связи с этим вопрос, как можно начать действовать вот в этих бурятских округах, чтобы можно было официально использовать двуязычие? Ага, да, спасибо Что, большое. вот что можно сделать? Просто у меня значка нету руку поднять, поэтому я вот говорю. Сэмэ, да. Спасибо.
Рондотные хабайтевые. Да, вот, собственно, ну, отвечая, да, на ваш вопрос, что можно сказать? Вот действительно, я как-то не задумывался о том, как дела обстоят вот в бывших автономных округах, да, которые ныне находятся в составе области и края. Сейчас еще добавлю, да, когда эти два округа были автономными, то есть были когда субъектами Российской Федерации, то тогда на всех вывесках было двуязычие. Вот прямо это все магазины, там учреждения, организации и так далее. А после того, как произошли объединения, вот этот объединительный процесс, вошли в состав объединенного региона, все, законом нельзя. Вот, а сейчас этот вопрос поднимается уже много раз. Я вот точно знаю, что люди пытаются что-то делать, но юридически нельзя. Ага, да, спасибо большое за ваш вопрос и за комментарий. На самом деле, вот то, что нельзя, это для меня очень даже удивительно, потому что, ну, вообще, именно вот закон о языках народов Российской Федерации, да, вот основной, рамочный, да, он как раз-таки в этом плане говорит, что, ну, в нем нет запрета прямого использовать разные языки вот именно в языковом ландшафте. То есть там есть такая формулировка, что как бы, ну, на уровне, на региональном уровне власти как бы могут, ну, имеют право такое вот делать, да, делать двуязычные таблички, например. Вот, и, не знаю, мне, наверное, надо изучить, как это называется, устав Забайкальского края. Вот такой вот, ну, какой-либо документ, который работает в отношении, именно языков, да, на табличках. Вот, но то, что прям запрещают, это вот для меня очень действительно интересно и даже, можно сказать, в какой-то степени шокирующе. Вот, ну, то есть все-таки действия какие-то предпринимались, да, насколько я понял, и это это сталкивалось с тем, ну, на уровне края, получается, находило непонимание и не поддерживалось, да? Ну, я могу ошибаться, но, наверное, противоречит какому-то документу, что вот это вот, делать нельзя. Мгм, мгм. Тогда так, А мы можем потом с вами, лично пообщаться на эту тему? Мне вот сейчас стало очень интересно. да, Очень конечно. такая актуальная тема. Вот, хочется, чтобы тоже двуязычие, вот, хотя бы вот в нашем округе, чтобы это было. Да, это действительно так. Вот, и я с удовольствием с вами пообщаюсь в личном порядке. И вот все-таки действительно это хочется, потому что, ну, все-таки сейчас это хоть и не автономный округ, но все равно является округом, то есть какой-то отдельной административной единицей, да, на уровне края. Вот. Ну, интересно изучить этот вопрос будет на самом деле, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем спасибо и всех с наступающим. И вас. Спасибо. Мгм. Дорогие друзья, я не вижу больше поднятых рук. В чате были еще такие комментарии и вопросы от Олега Жукова, но Олег Жуков поздравил всех с наступающим Новым годом и откланялся. Значит, там еще были такие немножко в дискуссии реплики, но я не уверен, что это вопросы, поэтому если кто-то хочет что-то сказать, кроме благодарности, которую мы видим в чате, то, пожалуйста, поднимайте руки. Так, ну вот, Вася, ты не хочешь голосом сказать это? Нет, лучше проверить действительно. Я не уверен, но меня как раз удивило, что, да, бурятский язык вот устав или как это, действительно слабо упоминается в одном из случаев, то ли по Усть-Орде, то ли по Агинскому. Мгм. Ну, надо посмотреть, но это хороший вопрос, что делать, если... давайте я так выскажусь. Хороший вопрос, что делать, если у языка нет какого-то статуса и так далее. Во-первых, есть возможности... Ой, сейчас я даже видео включу. Во-первых, я потому что работаю с языками, у которых нет каких-то особых статусов. Мне кажется, во-первых, довольно много может это как это называется, в общем, сельская администрация, например, установить какие-то таблички. Пусть они будут, вот сейчас больше идет речь об официальных и равнозначных и так далее. Достаточно много разных других табличек может установить, собственно, решение местной администрации.
Вот, например, они могут быть там декоративными, но декоративные могут быть больше, чем официальные, и как бы здесь нет предела, в общем-то, таким возможностям. Вот, можно в школе, можно в магазине. И такие случаи есть в случае языков, например, на Сахалине. Да и некоторые другие случаи знаю, когда в магазин приходили и говорили, вот, это очень важная тема, и, например, администрация магазина сочувственно к этому относится, и тогда вполне себе можно договориться и установят различные таблички или ценники или что-то подобное. Это часто решается вопрос совсем без официальных рычагов, особенно если мы говорим о какой-то небольшой территории, на которой часто решает не закон, а какое-то личное взаимодействие. То есть, ну, особенно это характерно для сельской местности, типа как вот в Дагестане. Там гораздо больше решает не закон, в котором что-то где-то далеко написано, а то, что решает сельская администрация и очень конкретные люди. Вот. Также и в наших краях зачастую многое зависит от того, как ты поговоришь с директором Дома культуры или с главой сельской администрации, и поэтому такие многие вопросы решаются. Многие, не все. Вот, потому что есть целые случаи, когда именно эти таблички откуда-то привозятся, вот, и надпись устанавливается откуда-то еще более сверху. Тогда против этого без официального статуса у языка довольно сложно что-либо делать, это да, это правда. Вот, но при этом у активистов, просто чтобы не считать, что, ну, этот вопрос мы никак решить не можем, поэтому давайте не будем про него думать. Вот это не так. Очень много все равно можно по-прежнему разных вещей предпринять, если об этом задумываться. Вот, это все, наверное, что я могу сказать. Спасибо. Ну, Слава, как-то хочешь отреагировать? Да, Вась, спасибо большое. Действительно, да, вот как-то действительно очень хорошо добавила то, что вот на уровне, да, вот сельском можно вот какими-то такими, ну, может быть, неофициальными, да, частными практиками вот что-то изменить. И действительно, это большой потенциал представляет. Вот, но хотелось бы еще вот понять, как работать вот с такими, ну, довольно крупными поселками городского типа, например, райцентрами, вот, где все-таки присутствие, ну и контроль, видимо, со стороны власти чуть повыше, и да, не все удается сделать именно просто поговорив с руководством конкретных учреждений. Да, вот здесь, конечно, интересно, как можно действовать, и вот надо вот все-таки, да, действительно изучить вот эти все правовые документы, которые организуют, ну, и в том числе языковую жизнь в округах, да, в разного рода округах, и не только, да, может быть, в областях, вот, и, может быть, найти какие-то там возможности, да, в этом всем. А, но вот, ну, по моей практике я вот действительно не сталкивался с каким-либо прям прямым запретом на использование языков. Это скорее часто аргументируется недостатком финансирования, потому что, ну, чтобы изготовить 2 вывески, это надо потратить, соответственно, в 2 раза больше денег, чем на одну. И финансирование, да, бюджет может быть заложен только на одну вывеску, да, например. Вот, соответственно, вот, ну, то есть, возможно, какие-то такие вот вопросы финансового характера, что вот не позволяют, ну, не именно, да, прописать на языке, а не позволяют выделить финансирование соответствующее на то, чтобы обеспечить изготовление вывески на целевом языке, помимо вывески на русском. Вот, это вот тоже может быть такой проблемой. И вот, не знаю, может быть, решать ее как-то вопрос, ну, с помощью ну, конечно, краудфандинг — это так, конечно, в отношении того, что должно делаться государством, это может быть не очень хорошо, но попробовать, все-таки, как-то, через вот, органы власти, да, вот это все сделать. Ну, действительно, вот по Агинскому округу, вот если возвращаться туда, то вот я в Дульдурге, по-моему, видел на администрации двуязычные вывески, а вот там в разных селах, да, других, там в Токчине, в Узоне, там так, ой, да, в Узоне, в Бунее, да, это уже Агинский район, там тоже такого как-то особо не было. Вот, только вывески были только на русском, да. Вот. Особенно если это федеральные вот, учреждения, да, там, ну вот.
Мгм. Вот, да, вот это тоже, кстати, Мгм. представляет вопрос, да, действительно. Краевые учреждения. Да, точно. Ну, прежде чем дать слово Рустаму, я скажу, что далеко не всегда это требует больше финансовых затрат. Это если мы заказываем дополнительную вывеску. Но можно на одной вывеске написать на 2 языках, ну просто немножко меньшим шрифтом. И тогда дополнительных денег, в общем, не нужно. Нужно просто чуть-чуть больше потратить краски, может быть, не знаю. Хотя если Ну шрифт меньше, да, то и краски больше не надо. Короче говоря, это все решаемо. да, Э, конечно, я согласен абсолютно. Особенно если есть желание. Рустам, пожалуйста. Добрый день, меня слышно, да? Да, вас слышно. Я занимался вот этой проблематикой, именно юридическим обоснованием, применительно к Коми-Пермяцкому автономному округу, который вошел в состав Пермского края. И вот по Агинскому бурятскому округу также, который вошел в состав Забайкальского края, вот немножко анализировал ситуацию. Дело в том, что после того, как эти субъекты федерации вошли в состав вот этих вот укрупненных краев, у них изменился, значит, правовое основание, и национальный язык уже перестал быть обязательным. Прямо по документам он может использоваться, прямого запрета на их использование в вывесках нет, но он не является обязательным, не является обязательным. А раз он не является обязательным, то и бюджет на вторые вывески, да, на дублирование на национальных языках не предусматривается. То есть, если будут средства использоваться, то это, скорее всего, как вот по их желанию, допустим, по желанию администрации Агинского бурятского округа. То есть запрета прямого от Забайкальского края им не будет, но они должны будут изыскать средства за собственный счет, за свой собственный бюджет. То есть вот. Иначе может получиться как нецелевое финансирование, потому что именно законом уже обязательность не предусмотрена. То есть когда вот эти жители этих субъектов голосовали за присоединение к Забайкальскому краю, возможно, они не предполагали, что их язык перестанет быть обязательным в официальной сфере. Вот. Но, допустим, вот в Коми-Пермяцком автономном округе я обращался к ним, и они мне обосновывали то, что не используется у них вот коми-пермяцкий язык, аналогично, как в Агинском бурятском округе, перестал использоваться коми-пермяцкий язык в официальной сфере после вхождения в Пермский край. Э, Например, официальный сайт перестал быть на коми-пермяцком языке, только на русском языке. Я вот обращался к их администрации, просил продублировать сайт на коми-пермяцкий язык. Мне прямо глава коми-пермяцкого вот этого района администрации ответил, что средства не предусмотрены на коми-пермяцкий язык. Вот. А так как мы входим в Пермский край, то у нас основной язык официальный только русский. Мы можем этот вопрос рассмотреть, но, возможно, в каком-то бюджете это будет заложено. То есть они ссылаются на бюджет. Хотя, в принципе, при их желании они могут все продублировать, потому что версии есть, допустим, сайтов на английском языке. То есть на английский их тоже не предусмотрен в законах, а они дублируют на английский. То есть они могут на национальный язык спокойно дублировать. Также вывески вплоть до районов, они могут оставить дубляжом, могут это урегулировать, то есть это у них нет желания поддержки национального языка. Как продвигать вывески на национальном языке в Агинском бурятском округе, в других округах, которые вошли в состав, значит, укрупненных районов, объединенных регионов, они должны писать постоянно обращение в органы власти. Пожалуйста, продублируйте, пожалуйста, продублируйте. Возможно, от каких-то национальных организаций, возможно, от себя, чтобы у них постоянно были такие просьбы. Они сначала будут отвечать, что мы не обязаны, нет такого обязательства, но в итоге они могут все-таки как бы рассмотреть вопрос и какой-то бюджет выделить, потому что особых огромных денег это не стоит, это в основном как бы поддержка визуальная, престижа языка, престижа ландшафта. То есть, а вот частники, они могут дублировать на любой язык. Главное, чтобы был перевод на русский язык. То есть они могут на китайский дублировать, на афганский, на башкирский, татарский, на какой угодно, на испанский, бурятский в том числе. Главное, чтобы рядом была вывеска аналогичная по содержанию на русском языке. То есть законодательстве ни федеральном, ни региональном, ни местном, ни на каком уровне запрета ни на один язык народов Российской Федерации не существует. Это может быть только какие-то неофициальные разговоры. Спасибо. Это мой комментарий. Спасибо.
Мгм. Спасибо вам большое. Да, действительно, это очень важно, да, вот это вот представлять вот эту вот работу, да, как она вообще вся организуется, да, и вот, ну, с точки зрения правовой, да, действительно, спасибо вам большое за этот комментарий. Вот, тоже, я думаю, для всех нас это было полезно, да, ну, вне зависимости от того, в каком регионе мы живем, да, вот, думаю, применение найдется везде, действительно, потому что вот, как раз таки вот основа всей вот этой деятельности, да, активистской, она как раз таки лежит в этом правовом поле, да. То есть вот исходя из того, что написано в законах, да, какие возможности есть, вот это из этого мы и исходим на самом деле, да. Поэтому вот это поле очень важно. И, ну, вот, погрузиться в него, да, разобраться тоже, всегда полезно. Спасибо, коллеги. Я не вижу больше поднятых рук, но у Рустама она, видимо, старая. Или ты хочешь еще что-то добавить? Наверное, старая. Ну, кажется, мы достаточно плодотворно провели время нашего семинара. Если никто больше ничего не хочет сказать, то мне остается только поблагодарить, во-первых, Вячеслава за насыщенный и познавательный, очень полезный рассказ, и поблагодарить зрителей, спасибо за то, что вы пришли, и у нас получилась такая хорошая оживленная дискуссия, и комментарии в чате, и голосом. Вот, и мы с удовольствием будем ждать всех на наших последующих семинарах. Следите за объявлениями. Да, спасибо большое. Всех еще раз с наступающим. С наступающим! Всего доброго! До новых встреч! До свидания.